Я суперзвезда, я в эфире на базаре. Таня, 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 Таня. Мне кажется, что я могу больше, чем я есть на самом деле. Нет, друзья, с сегодняшнего момента все будет вообще по-другому. Ты была агрессивной, ты была не женственной. Из прошлых воплощений, как говорится, цветет. Значит, так должно было быть. Мы благословляем тебя, Таня, на это. И барабанная дробь из волос вытащила. Начнется второй выпуск Базара. Ну что, друзья, у нас сегодня второй выпуск подкаста «Базар». И у нас сегодня в гостях Татьяна. Давай знакомиться, давай расскажешь о себе нам, представишься. Ты сегодня такая роскошная вообще. Спасибо, девочки. Хочется быть всегда такой. Чтобы всегда такой был. А что тебе мешает всегда такой быть? Слушай, я же человек, я же женщина, у меня же эмоции. Я же могу иногда плакать, иногда грустить, иногда смеяться, иногда ходить и кайфовать, радовать людей, себя, мир. Вот поэтому сегодня такое состояние огонь. Светка вдохновила, впечатлила, готовься. Ну это реально огонь вообще. На тебя, ты сейчас шла по городу так, да? Нет, я на машине была. Жалко, потому что... Я не рискнула. Потому что, мне кажется, это такой крутой опыт вот так пройти по городу. Я чувствую после. А мы можем подарить какой-нибудь подарок за комментарий зрителю, который... ну что тут угадать, Таню вообще весь город знает. А что нужно угадать? Хотела спросить, типа, как вы думаете, вот чем Таня занимается? Потом поняла, что Ну, конечно. Но мы это обсудим сегодня. Чем Таня весь Сыктывкар Мы сегодня это напишет, обсудим, чем Таня на самом деле занимается. Давайте. Нет, это крутой опыт вот так пройти по улице, я считаю. Вообще всем, да, я людям. Думаю, сегодня после базара. Да. Вы меня поддержите? Очень. Ей надо пройти вот так вот по улице. А я ей вообще написала, не приходи заранее, пройдись по улице, пройдись по Сыктывкару, почувствуй что-то другое внутри тебя зажжется, и важно словить это состояние. Нет, оно мне уже зажглось. Я на машине прокатилась, оно тоже зажглось. Такой образ, он притянет к себе очень много внимания. Такого, при том странного, да, потому что это не просто не просто красиво, классически, да, это экстравагантно. Ты вообще внимание, ты его любишь, ты его жаждешь или ты его боишься? Как ты к нему относишься, к вниманию? На самом деле я его очень люблю, но в то же время я его очень боюсь. Ну, то есть раньше, наверное, даже боялась какого-то мнения, что тебе скажут, что подумать. Сейчас я к этому отношусь равнодушно. Но вот тем не менее, когда ты выглядишь нестандартно, все равно когда выделяешься из массы, как-то вообще там с какой-то изюминкой, но я еще не готова. У меня вот еще был саботаж, я сегодня еще не смогла пройти по улице. А так, на самом деле, интересно посмотреть реакцию людей, какая она вообще будет на самом деле. Но это прикольно. Вот я люблю вот эти такие новые интересные состояния, их надо учиться уметь проживать. Вообще, не все люди могут проснуться с утра и сказать, что я суперзвезда. Слушай, ну такое бывает, так встаешь утром, в таком, не знаю, что такое происходит внутри, ты прям себя чувствуешь, что прям я сегодня звезда. А скажи, я суперзвезда. Я суперзвезда. Я себя такой прям ощущаю. Я сегодня в эфире, на базаре. Давай еще. Я суперзвезда, я в эфире на базаре. Для благословения 3 раза надо. Я суперзвезда. И еще более уверенно. Благословляешь? Еще более уверенно. Я суперзвезда. Я суперзвезда. Благословляю. Благословляю. Да ладно. Да, это было уверенно. Кстати, когда говоришь более высоким голосом, таким, я суперзвезда, оно как-то не уверенно. А когда ты такая, я суперзвезда, вот это уже как бы так брутально. Еще расслабленно, когда да. Я суперзвезда. Да, просто я суперзвезда и все. Да, это классное ощущение. Вообще, Вероника говорила про Таню, у меня есть видео, в котором она мне говорит: ну, вообще, Таня для меня черная лошадка. Я ее вообще не знаю, но я ее представляю в образах, что она там где-то на балу, еще что-то. И Тане это вообще видео очень понравилось, то есть ее зажгло это. А Вероника вообще переживала о том, что она сказала что-то не то, как будто бы. Нет, я не переживала, что я сказала что-то не то, просто Света меня попросила рассказать что-то про Таню. Она шла, как бы так снимала с боковой камеры, я, честно, забыла в этот момент, что она снимает, потому что она всегда все снимает. Я уже не обращала на это внимания, я говорю, Таня, 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 Таня. Ну, я говорю, для меня какая-то темная лошадка, она вроде бы она занимается такой деятельностью, да, модельным бизнесом, у нее школа своя, вроде бы
она вообще мне не клеится с этим, потому что все женщины, которые я знаю из этих областей, они по-другому как бы себя позиционируют, да, они по-другому себя ведут. Я говорю, я ее представляю какую-то, ну, знаешь, как какую-то музу чью-то, или как будто бы действительно на каких-то балах какую-то фаворитку, вот что-то такое почему-то, у меня какие-то такие образы были в голове, но когда я узнала, что Света показала тебе это видео, я, честно, очень расстроилась сначала, потому что я подумала, что, ну, возможно, это не очень приятно, когда про тебя говорят, знаешь, так, обсуждая, типа, и тебе это передают. Да, наоборот, это классно, такая обратная связь, но я-то причем понимаю, что аудитория разная есть, которая там тебя видит вот так, но опять же, да, это ассоциация, да, вроде как модельное агентство, и ты там такая. Я на самом деле больше топлю вот за женственность, про состояние, то, что ты не понимаешь, как мы сегодня выяснили, ты далека, да, ну, про энергию. То есть я как раз-таки, наверное, больше духовно развита, и поэтому мне... Не, подожди, просто духовно развита и... бесконечно про энергии, это разные вещи для меня. Нет, это понятно. Ну, поэтому, это то есть, я считаю себя духовно развитым человеком. Какой жаркий выпуск нас ждет. Я считаю себя Мне глубокой, все нравится. я это знаю, но я просто не говорю бесконечно про то, что круглый стол, там, это энергия, как у нас Света уже в первом выпуске отмочила тут. Что все энергия и все абсолютно держится на законах энергии, я так не считаю. Ну, как нет, этого слишком много. Каждый же имеет право иметь свою точку зрения. Да, конечно, я вообще угораю над всеми, кто бесконечно топит за энергией. Просто слушаю. Все энергия, весело. Да. Ну, типа, и в столе есть энергия, да, вообще. Ну, типа, во всем есть и божественное начало. Типа, прикинь, ну, нет снежинок вообще одинаковых в мире, просто их нет. Бог создает вообще все разное, и это все Он создал, и людей, и все это же через Бога проходит. Я верю просто тотально, ну, в высшие силы и в то, что все происходит именно, но при этом я не говорю о том, что я перекладываю ответственность, и моя жизнь — это в моих руках, в моих действиях, то, что я буду делать, но при этом, типа, вот божественное начало очень важно пропускать, что ты проводник на самом деле в этом мире, и через тебя идет Бог, внутренняя богиня, и все, что ты делаешь, важно вот через поток пропускать. Ну, я ни с чем из этим спорить не собираюсь, да, все так и есть. Мне кажется, у нас просто этот выпуск выйдет на канале «Спас». Просто когда человек бесконечно говорит про энергии и все вокруг, мир же он еще материальный. Да, я как бы, я как бы земной человек вообще, я стою твердо на земле, то есть я знаю, что есть энергия, я вообще этого ничего не отрицаю. Все, что ты сейчас сказала, я под этим подписываюсь, да, я тоже так считаю. Просто мне, например, странно, когда человек говорит только про это. Есть просто духовно отлетевшие люди, да, это тоже бывает. Да. И но вот это эти тоже для них как энергетические, да. Типа просто ступенька, когда они узнают, там, может, отказываясь от материального, хотя, ну, это важно материальное, и как бы важно туда идти. Короче, сейчас, да, мир, в котором важен вот этот баланс духовного и материального. Баланс, да, 100% коренной. По поводу вот этого видеоотзыва, на самом деле это круто, что ты вообще, что я его увидела, но это на самом деле настолько ценно увидеть себя глазами других. Потому что, ну, ты же знаешь, как бы всегда, куда расти, всегда есть какая-то своя зона роста, когда тебе так, еще подсветили, ну, типа, а тебя вот так воспринимают, ну, думаю, хорошо, я приду на базар. Той, которой ты меня, ну, как бы визуально представляла, видела, такая вот, почему-то сегодня встала именно в таком состоянии. Представляешь, как сработало? Благо тоже. Да, ну, кстати, я от тебя вот этого не ожидала. Честно, я понимаю. У меня внутри, на самом деле, много там всякой энергии, страсти, такой вот вкуснотень, который хочется. От тебя сегодня веет спокойствием, комфортно, то есть прям ты вот в это... Просто сейчас по-другому происходит. Там, может быть, не совсем проявленная Таня была, и вот энергия, ну, как бы, ну, есть. А тут ты вообще богиня, звезда, суперзвезда, королева, и от тебя веет спокойствием, это вообще прям по-другому. Слушай, я согласна, что круто, кстати, вот это мнение получать такое независимое. Не когда человек, знаешь, это говорит, зная, что ты это услышишь. То есть, может быть, если бы я знала, что ты получишь это видео, сказала, да. Я бы 100% сказала по-другому. Ну, я бы какие-то вещи, может быть, не вот стала. На самом деле, это круто получать такое. Всегда просишь, когда обратно, я всегда прошу обратную связь. Там, допустим, у нас же вот модельное агентство, есть курс женственность, да, я всегда у девочек прошу обратную связь, вообще любую. Мне важно и негативная, и положительная. И вот эту негативную обратную связь, ну вот никто не дает. Даже анонимно все стараются как-то сгладить углы. На самом деле это крутая зона роста. Поэтому вообще
круто. Ну, я согласна, да. Я вообще за то, чтобы высказывать всегда все честное. У меня тут, ну, это неудобная, конечно, ситуация была. Мы как раз были в ресторане после съемок, после мероприятий, и я говорила, там подошел кальянчик, и я ему высказывала о том, что официанты плохо работают, что блюдо, ну хрен пойми вообще что, и все высказывала. Я же думала, он просто кальянчик, и он говорит, как вы думаете, а в чем проблема? Я говорю, так, конечно, в руководителе, ну, значит, не умеет как-то организовать. Рыба гниет с головы. Как бы, да, с руководителем что-то не так. А это руководитель был. Пожал по плечу. Света, благодарю. Он ничего не сказал, я это через день узнала. Он решил остаться инкогнито. Но это классно быть в честности, в тотальной, типа, тоже. Я тоже за честность, прям, на самом деле. Кто бы ему еще, может быть, так сказал? А тут как бы пофигу вообще. Ну, даже если бы он сказал, ну, я руководитель, я бы сказала, ну, Поздравляю. что? Поздравляю. Сочувствую. Вы на верном пути, что вы вообще увидели свою неадекватность. И вы сейчас можете начать жить по-другому. Все хорошо. Это уже круто. Вы на определенной ступеньке. На какой ступеньке, Таня, сейчас ты? Что у тебя происходит в жизни? Можно говорить не про идеальную картинку. Можно вот как все оно есть, так и говорить. Кто ты сейчас? Кто ты сегодня? Кто я сейчас? Мне кажется, последние пару месяцев я вообще не понимаю, кто я, что я, зачем я. То есть у меня такое состояние, наверное, погрузилась в себя. Мне хочется разобраться. Мне кажется, что я могу больше, чем я есть на самом деле. И вот у меня какой-то такой внутренний запрос, потенциал, надо себя как-то вот, я бы сказала, из норки, наверное, да, достать, вот, выйти наружу, показаться, вот я есть, я могу вот это, вот это, вот это. Потому что на текущий момент у меня много разной деятельности, я здесь, там, я распыляюсь, мне хочется себя так собрать, единое целое, ну вот, и достойно прямо идти, скажем так. Чем конкретно занимаюсь? Ну, соответственно, я мастер-бровист, ну, видно, да, сегодня я старалась? Да. Это вообще моя такая отдушина, где как раз-таки я, наверное, собираюсь, наполняюсь, отдыхаю, просто вот релакс для мозга моего. Кроме этого, есть модельное агентство для всех возрастов. iMage. Image, да, называется. Image? Да. А почему я его iMage называю? Потому что у тебя английский, видимо, так. Ну, Вот такой iMage. iMage! Так. Да, вот получается, для всех возрастов в рамках агентства у нас есть курс «Женственность». Это, не знаю, это мое такое творение. Я прям вообще кайфую от этого мероприятия, скажем, от этого курса, потому что выходят женщины после него, ну, они совершенно другие. Они на жизнь начинают смотреть по-другому. Только там работа, дом, садик, кухня, муж, там, и все. То есть они начинают любить себя, как-то относиться к миру иначе, да, там, проявляться. У них начинают гореть глаза. Ну, это вообще такое прям, это мое детище, которое я просто безумно люблю, которое меня вдохновляет ради этих женщин. Не знаю, готова, не знаю, вообще готова им все дать максимально, чтобы они были счастливы. Параллельно, ну, к этому проекту. Сейчас про модельное агентство скажу. Действительно, там женщины, которые, ну вот они работают в Монде, например, там бухгалтера, это самые простые женщины, там в магазине работают. И я просто брала у них интервью, и чтобы они вообще все про школу рассказали, кто они, чем занимаются. И они действительно говорили о том, что их жизнь в какой-то момент начала состоять только из обслуживания. То есть они там работают, приходят домой, готовят, убирают, помогают ребенку с домашкой, ребенка на кружки, мужу там приготовить одежду, постирать, убрать, приготовить. И типа, ну, я просто в какой-то момент, вообще, это, глубокая депрессия вообще по жизненному состоянию, ну, мне кажется. И они говорят, вот мы нашли там объявление, что набирается вообще любого возраста, любого телосложения, а они, ну, не 90-60-90, они очень разные женщины там. И вот они приходят, и у них действительно начинают гореть глаза. И я считаю, что это очень крутая миссия помогать женщинам посмотреть на себя по-другому. То есть у них никогда, например, не было бельевого стилиста, а тут им подбирает стилист нижнюю одежду.
лифчик подбирает, там, чтобы у тебя трусики там красиво на тебе сидели. Да, самоценность сразу. А там, как бы, ну, скорее всего, может быть, на московской ярмарке вообще, типа, там, за 150 рублей, там, чтобы не выйти из бюджета, покупались, например. А тут показывают, что вот можешь по-другому. Не знаю, Психологи что интересно, работают. а вот у вас есть обратная связь вот этих женщин? Как у них реагируют семьи на это? Ну, знаешь, некоторые даже мужья не знают, куда ходят женщины на самом деле. Ну, то есть есть и такие, да, кадры, которые, ну, там, не знаю, ходят, там, не знаю, на танцы, на фитнес, то есть они не говорят, там, некоторые даже детям не говорят поначалу, куда они вообще пошли, зачем, ну, чтобы не покрутили возле виска. И потом уже в конце, когда заканчивают, типа, вот я прошла курс, ну, то есть когда начинается такая трансформация за неделька за неделькой, там, месяц за месяцем, вот, и только потом некоторые узнают, некоторые прям сразу с гордостью, там, я иду в модельное агентство. Одна девушка была, то есть ей там далеко за 50, под 60, она сказала мужу, я хочу в модельное агентство, он такой, хочешь, ну ладно, давай, то есть он даже ей там оплатил, давай, иди, то есть, ну, абсолютно разные истории, да. Просто часто, когда, ну, вот люди живут, например, да, какой-то жизнью, если это вот, ну, там, семьи такие обычные, да, вот, где вот женщина как раз выполняет все вот эти обязанности, которые вообще не только женские так-то на самом деле. И когда она начинает вот эту трансформацию, скорее всего, она становится не такой удобной для своих домашних, потому что она перестает что-то делать, она перестает успевать, во-первых, делать, хотеть там, находит, возможно, какие-то способы там, ну, делегировать что-то или подключает, ну, домашних, да, к этому поначалу всему. возникает сопротивление, да. А потом все приходит в баланс. Прикольно. Тут просто, наверное, два момента у женщины, как действовать. Либо из состояния борьбы, сопротивления и подросткового вот это все нахер, да, типа этого не будет. Это тоже, мне кажется, классная шокотерапия такая, показать для своих близких, типа, нет, друзья, с сегодняшнего момента все будет вообще по-другому. Наша жизнь заиграет другими красками, знаете ли, дорогие мои. И там сказать, поел, посуду иди помой за собой. У нас что здесь, посудомойка сама, что ли, приходит за твоей посудой? И другой момент, когда ты понимаешь, что, ни хрена себе, я вот так сделала, и из любви, из состояния вообще другого поговорить с семьей и сказать, вы знаете, друзья, не знаю, насколько это срабатывает, да, то есть что лучше, шокотерапия или сказать, вы знаете, друзья, я вот поняла, что вообще у меня тоже есть свои интересы, я на них долгое время забивала, и я понимаю, что всем нам комфортно и удобно, что у нас посуда помыта, что еда приготовлена, полы помыты, в магазин за продуктами, да, хожу там, все что угодно делаю, вещи вам заказываю. Но вы знаете, хочу сейчас, на танцы ходить. Давайте-ка мы распределим мои обязанности, которые были на мне, мы давайте их распределим, либо давайте наймем как домработницу. Бывает сложно воспринять вот такую ситуацию, второй вариант, да, обычно, конечно, там по первому сценарию все происходит, но тем не менее, да. Мне тоже кажется, для второго варианта нужна очень большая адекватность со всех сторон. Во-первых, не все женщины могут так вот спокойно сказать. Да, уже приходит потом, с годами. Да. Круто. Это интересно. По поводу изучения, спроси, прям поанализируй у своих женщин, что лучше работает, шокотерапия или любовь. Или терапия скрывания. Но есть еще такая категория, которая как раз-таки уже после развода, которые пришли просто наполняться, ну то есть как бы искать себя новую, какие-то пути своего развития, то есть ну там уже шокотерапия закончилась. Ты ведь тоже, Таня, после развода? Я, да. Как ты проживала это? Что тебе помогало и как ты вообще проходила этот путь? На самом деле я его еще до сих пор прохожу. То есть мы до сих пор еще... У тебя же год назад уже было. Нет, я в феврале официально только развелась. И я как бы попорхала там 3 месяца, наверное, такая вдохновленная, самодостаточная женщина, но потом муж решил прийти домой обратно и сказал, что типа, давай что-то попробуем опять. Ну, что-то опять не получается так, как хотелось бы. Я на самом деле нахожусь в запросе на гармоничные отношения. Но я понимаю, что нужно над собой тоже поработать в первую очередь. Как бы каждый сам по себе уникален. Ну, то есть не надо ждать, пока там кто-то поменяется. Нужно начать с себя. И в ходе вот этих всяких там трансформаций, назовем это так, да, каких-то обучений, все равно понимаешь себя глубже и такая, ну нет, дорогой, то есть мы с тобой только друзья, ты отец там детей, не будем портить наши отношения, и то есть у нас такие стабильные дружеские отношения. Но вы вместе живете? Ну, пока да, пока возможности другие не решены, но я в запросе.
куда-нибудь, ну, как бы переехать, потому что когда самостоятельно, как бы в этом процессе, не знаю, там история по-другому строится, крылья прям распахиваются, раскрываются. Но нужен этот какой-то гармоничный другой мужчина, скажем так, в моем понимании. Я его вижу, какой он должен быть. Ну, он рядышком. Скоро все будет. А прикинь, он вообще будет не таким, какой в твоей голове. А я не исключаю возможности вообще ничего, потому типа, что я как ты женщина вот говоришь, люблю рисовать. Должен быть, ты ставишь любят условия для... Ну нет, для меня главное, конечно же, чтобы он там без вредных привычек был. Потому что я сама не курю, запах кури вообще не переношу. У нас начинается программа «Давай поженимся». Ну, мы тебе найдем мужика, да? У нас мама Гузель. Ты кто? Какая мама Гузель? У меня есть внутренняя субличность, это мама Гузель. Понятно. И Вероника Тарзанидзе будешь. И у нас в гостях сегодня, видите, черная невеста. После развода пришла. В активном поиске. Да, Татьяна Бабович. Сейчас мы вообще про бизнес, как бы тут, да, у нас разговоры. Но, Таня, какие у тебя твои сильные качества? Ой, мои сильные качества, да. Наверное, моя какая-то внутренняя целеустремленность. Мне кажется, мужики сразу нахер. Почему? Где нежность, ласка, любовь, забота. Да подожди, она только начала. Подожди, да, ты сначала с этим, потом перейдем. Так, получается, Прикинь, если мы тебя мужа найдем через базар. Это же прикольно. Разбазарили. Вообще-то в те времена на базаре как бы в том числе люди находили себе вторые половинки. Я вам больше скажу, это не те времена, это до сих пор идет так. Но это идет. Серьезно? Клянусь тебе. Сыктывкаре базар. На Ямале каждый год проходит день оленевода, праздник. Туда съезжаются оленеводы со всего округа. И это не для базара только. То есть они привозят вообще все свои товары, которые они там за год сделали, нашкурили, они их продают, это для них возможность заработать. Но еще там женятся, замуж выходят. Это место, где они знакомятся, для того, чтобы они не друг с другом, с родственниками сношались, боже. Причем вот так вот у меня почему-то. А чтобы кровь мешалась, они вот именно на праздники все народы знакомятся. так делают. Понятно, что есть какие-то вот эти праздники народные, они ведь не просто так придуманы. Да. То есть праздники, на которых все собирают, там показывают своих молодых, они там, детей. борются, там конкурсы для мужчин конкурсы. Это у тебя просто же язык жестов, знаешь? Надо все это запомнить. Сношались для мужчин конкурса. Любовь. Ну это не любовь, то есть сношались вообще-то было. Это тоже же любовь. И там на этом празднике я спрашивала у парня, как ты будешь выбирать себе вообще жену? Я думаю, он скажет там чувство, красота. Он говорит, первое это чтобы она умела шить. Второе, это чтобы она умела готовить. И третье, это чтобы она умела вообще держать в порядке. Я говорю, а как же любовь, чувство? Говорит, так это все придет. Надо, чтобы она шить умела и вообще ухаживать за чумом. Ну вообще полюбить это же очень просто. Ну влюбиться вот так, это же просто очень. Да. Не так сложно, то есть, ну вот почему, например, даже в маленьких деревнях, вроде казалось бы, так сложно найти своего человека, он где-то, ну вот, как будто бы это очень сложно. Но почему в маленьких деревнях люди всегда находят друг друга? Да потому что влюбиться, это не так сложно. Так это влюбиться там можно тебе там, не на знать. неделю, на 2, а потом-то... И на 2 дня можно. Не, ну потом-то что, когда люди уже поженятся, все уже чего. Все, любовь заканчивается. Продлевайте любовь любыми способами. Ну так и чего, на чем мы закончили-то? По качествам, да, по качествам. Ну, моя вот эта вот целеустремленность, какая-то некая ответственность, иногда, гиперответственность, которая меня прям иногда прям раздражает. А расскажи о своем детстве, вот оно у тебя какое было? Вообще, я была в детстве, не поверите, маленьким скромным ребенком, вообще просто. Ну, я ходила на всякие кружки, там, макраме, танцы. Там, да толстенькая была в детстве? Нет. Ну, совсем маленькая, может быть, да, что-то там было плюс-минус. А так я представила тебя такую кругленькую, маленькую, такую застенчивую. Нет, я была обыкновенная. Такая, как сейчас, только ростом пониже. Я всегда любила какую-то активность, там,
масса, ну, людей, где много Я людей. говорю, всегда была обыкновенная, как сейчас. Сейчас я тоже скромная. Обыкновенная Была женщина. почти отличницей, ну, то есть там чуть-чуть не хватало, может быть, да, ну, хорошисткой, то есть самая такая лучшая в классе. Я помню, там в классе, ну, такие все там раздолбали, да, там, что там, подростки, выпить, покурить, то есть я вообще такая была хорошая девочка. Синдром хорошей девочки меня воспитали прям, вот, и ну, там дискотеки, я даже никогда не танцевала, то есть потом какой-то период, я помню, класс, наверное, 8, вроде же хочется, там, что в классе дискотека, с кем-то можно там потанцевать, такой, да ну, нафиг не танцевала, сейчас буду танцевать, ну, посмотрят на меня, как там, не знаю, на кого, вот, и, ну, как бы школа закончилась, ну, начался 10 класс, все, Таня начала отрываться, пошла во все тяжкие, скажем, клубы, дискотеки, то есть, ну, дополучила, напитала свое, и, в принципе, до сих пор, как бы, ну, я люблю вот эту активность. А ты в Сыктывкаре выросла? Да, в Ажве. А родители у тебя где работали? Мама, получается, всегда была на РЖД проводником 30 лет, до этого, конечно, там, что-то обувной какой-то работала, шила, то есть, там, тоже творческий человек. А папа работал ну, там, на разных, тоже там с тепловозами что-то связанное, там в магазинах, кем только не работал, он знает, что такая была. Ну, папа любитель был выпить, соответственно, постоянной работы не было, то есть, но всегда что-то там находил, то есть какие-то там заработки. Вот. То есть с детства не скажу, что было такое вау, ну, то есть там какой-то, что меня там баловали чем-то, да, то есть все сама, всегда сама себе там все достигала, что-то там, помню, даже копила себе на какую-нибудь кофточку, еще что-нибудь, потому что я не умела простить, в принципе, до сих пор не умею простить, если честно, мне проще все сделать самой, то есть это, видимо, из детства где-то еще осадок. И по качеству, чего у нас еще? Открытая. Ты открытая. И открытая, но считаю, что ну, в близком окружении. Я на самом деле вообще всегда осторожна, то есть я больше в новой компании, я сначала наблюдатель, ну то есть я чаще наблюдаю, то есть за людьми, ну там понимаю, там опять же начнем про энергию, да, то есть откликается мне энергетический человек или нет, то есть он сам открытый или нет, то есть, ну, вот, если у него есть какой-то драйв, да, соответственно, он меня цепляет, и я там дальше с ним уже там продолжаю диалог. А если там, ну, сидит какая-то Вероника уже демонстративная. Что? Я посмотрела, там реверса нету. Они уже считывают с меня вообще то, чего нет, понимаешь? Уже это предвзятое отношение называется. Теперь что я не сделаю на слово энергия, это все будет считываться. Все нормально, я вообще спокойно. Я хотела, знаешь, тебя спросить, что вот по поводу вот этих курсов женственности. То есть женственность, ее можно развить, да? Конечно. Слушай, ну ты так спрашиваешь, ты этого не знаешь. Ну, нет, есть, например, люди, кто считает, что это врожденные какие-то данные, например, нет, у женщины. Они просто у кого-то из детства прокачаны в силу того, что там живешь в какой-то атмосфере, да, там если родители, там мамы всегда были такие вот прям, ну не знаю, женщины, там легкие на подъем, такие мягкие, нежные, там заботливые, как правило, в те времена же у нас там что? На себя мешок картошки Нет, что значит женственность? Я вот к чему веду? В твоем понимании? Потому что часто за этим понятием, на мой взгляд, скрыты стереотипы. Ну, для меня это получается какое-то состояние такое определенное, когда ты умеешь слушать в первую очередь, да, и кроме этого, ну, выглядеть как женщина, то есть там быть какой-то такой легкой самой по себе, вот, ну, там, в душе, да, то есть воспринимать какую-то информацию без агрессии. То есть вот эта вот агрессия, это не женская составляющая, то есть ты идешь как бы и чувствуешь себя иначе, там, не знаю, там, улыбаешься, ну, просто радуешься вот миру, как-то это вот такая больше женская позиция, потому что в моем понимании мужчины немножко другие, то есть они все там в своих заботах, там, пойти, заработать, да. Это вообще не про каблуки, наверное, да, про научиться, может, это вот, типа, одевать каблуки, там, платья, и там ходить как по подиуму. Про женственность круто то, что ты говоришь, что это совершенно вообще, типа, изначально вот отсюда, да, идет. Да, и смотри. В первую очередь. Ну, то есть, во-первых, научиться, вот самое главное, что такое женщина, научиться принимать себя женщиной. То есть смотреть в зеркало и видеть себя и нравиться себе. Ну, это вот самое основное, потому что
есть такие женщины, скажем так, которые на себя смотрят, да некоторые даже просто не смотрят, они просто себя не принимают, типа, ой, мужиком было бы быть проще. То есть вот женственность это про то, чтобы принимать себя такой, какая ты есть в первую очередь, и кайфовать от этого. Мне даже сейчас чуть некомфортно стало, что я так Веронике зло сказала. Ты что, как будто не знаешь, что можно женственность развеять? Ты была агрессивной, ты была не женственной. Но я, кстати, не согласна вот именно с моментом про агрессию. Вообще просто в этом, вот смотри, когда мы даем такое понятие женственности, да, что это легкость, вот как ты сказала, мягкость, умение слышать, более такое какое-то велотекущее такое, как будто состояние радости там постоянной, да, мы как будто бы тех же самых женщин загоняем в комплекс. То есть, вот, например, есть женщина, которая, я, например, считаю себя женственной, но я далеко не вот такая, как ты описала. То есть я агрессивная, например, могу быть. Я спросила, как я это вижу. Да, ну, просто у тебя же курсы, поэтому я к тебе как более как эксперту, да, это спрашиваю. И мы как будто загоняем женщинами опять в какую-то ловушку того, что если ты не легкая, равно ты не женственная. Если ты не постоянно не улыбаешься, например, иногда можешь стукнуть кулаком по столу, там, вообще, ну, сагрессировать, психануть, то ты, получается, не женственная, как будто бы. И ты такая сразу, ну, над собой надо работать, я не женственная. Да почему? Даже в природе, например, вот самки, да, у которых есть дети, которые, типа, ну, природой самки, ну, типа женственные, да, они ведь тоже бывают агрессивными. Они, кстати, агрессивнее, чем самцы. Нет, ты просто спросила, получается, на мое видение, как я это вижу. Я ответила, как я вижу. У каждого, у нас человек, там, не знаю, миллион на планете, у каждого будет свое видение. То есть и каждый будет прав по-своему. То есть здесь как бы и с тобой не поспоришь, и я как бы... И со мной не надо спорить. Да, со мной надо спорить, я вижу свою позицию. Не, я не спорю, я просто как бы, ну, развиваю мысль эту к тому, что... У каждого свое осознание, каждый будет прав, нет где-то... Я думаю, что здесь просто важно держать баланс мужского и женского. Все, что ты говоришь, это про женское, про заботу, про, ну вот мать природа, это та, которая дает жизнь, и та, которая умеет поддерживать жизнь. И вот все, ну, как бы тотальная забота и любовь, принятие и мудрость, доброта. А есть в каждом из нас есть мужчина и женщина. А мужская часть это как раз, когда она может там добиться чего-то, что она хочет. Она может свои границы держать, она может стукнуть не только кулаком, но и ногой, и посудой, и всем, чем хочешь вообще стукнет. И будет высказывать свое «я», ее будут уважать, и она, это про заработок. Мужская часть – это то, что я могу обеспечить сама себе жизнь, я могу обеспечить жизнь там, своему потомству, я могу даже прокормить семью, если вдруг это понадобится. И, ну, вот это, наверное, про баланс просто. Вот здесь баланс. Ну, я говорю, самое главное, это вот принимать себя такой, какая ты есть. Вот просто вот ты стоишь в зеркало, смотришь, как бы, и без всяких там здесь не так, то не так, это вот, наверное, самое такое главное, ценное, которое... Вот, ты сама себя так принимаешь? Я себя, да. Ну, то есть у меня раньше тоже были комплексы, там, вот это не так, другое не так. Просто когда начинаешь ко всему относиться по-другому, да, и там даже бывают там лишние складки где-нибудь, там, переел еще, ну, там... Слушай, ну вот ты делаешь брови. Для меня... Например, вот то, что ты сейчас говоришь, что принимать себя такой, какая ты есть, не изменять себя, но при этом ты, например, делаешь брови, ну, я вообще обожаю свои брови. Вот они когда еще вырастут, там вот прям они такие разбросанные волосы по всему лбу. И я люблю свои естественные брови. И просто мы были с Таней когда-то в кафе, и она мне говорит: я прям так хочу тебя выщипать. Я хочу выщипать тебе брови и сделать их тебе другими. Ты не далась? Нет, конечно. Знаешь, сколько людей так подходило? Серьезно? Я думала, все, что ты щипаешь, все такие ровные брови. Ну вот это чуть-чуть вот отсюда убрала, а так, ну... Вот оно что. Да. А так, ну нет, вот, ну да, они плюс-минус примерно такие. Просто если типа делать брови, то вот у Тани, ты видишь, они вообще другие. То есть они более четкие. Сегодня у нее вообще очень четкие, я бы сказала. Проявленные. Да. Что ты можешь по этому поводу сказать? Вообще, на самом деле, ну там про естественность и принимать такой себя, как есть, да. Вообще, на самом деле, каждая женщина красива и уникальна, но каждую женщину можно там капельку сделать ярче, вот элементарно там покрасить те самые брови, выделить, просто подчеркнуть эту красоту. То есть вообще самая малость на брови — это на самом деле реально характер человека. То есть ты вот такая встала и пошла себе там, вообще сама по себе активная, интересная, творческая, поэтому ты себя комфортно чувствуешь. Я, например, когда мне хочется какого-то такого состояния,
не знаю, наверное, быть, наверное, более серьезной. Я вообще люблю графику, чтобы у меня прям брови были видны, четкие, прям графичные. То есть это опять про какое-то состояние строгости, наверное, внутри, да, себя. Бывает так, что да вообще все равно, там стерлась краска, и вот какая есть, такую любите. То есть это все из состояния, из эмоций, которые возникают каждый день в зависимости от ситуации. И поэтому тут... Вот единственное, что я, например, я тоже не люблю естественный цвет, вот например. в плане того, что когда делают татуаж, почему я... Не скажу, что противник, у меня был опыт, я сама там пудрой напыление, у нас всегда же есть асимметрия лица возникает, ну, возникает определенная сложность, опять вывести, там, бровь вот туда ушла, сюда, поэтому почему я люблю красить краской хной, то есть она имеет свойство смываться, там, коррекция, то есть я за натуральность, ну, там, раньше тоже там ресницы наращивала, там, да, ну, сейчас как-то... Ну, вот натуральность для меня это вот свой цвет волос, там, свои брови, вот это натуральность. Ну, это, да, классно. Я тоже к этому стремлюсь, но сейчас не получается, потому что в свое время я его, как говорится, уже испортила. Но вот прикольно делать художественные брови. Вот, например, на такие я бы вообще с удовольствием пришла. Приходи. А ты делаешь на такие, как услугу? Слушай, ввиду сегодняшнего дня новая услуга открыта. Кому нужны художественные брови? Да, прям художественные брови. На самом деле, я очень много всяких такие шальные собираю на императрицы. На Пинтересте, ну всякие. Мне очень много чего нравится. Я вообще люблю можешь прям ввести брови шальная императрица. Чисто экспром сочиняем прямо там. Они здесь будут нарисованы с бокалом вина краской. Да. Ну, да, просто вообще это у нас же московский уровень, федеральный, да? Вообще мало кто делает даже по стране такие брови. Все делают стандарты одинаково, а вот если делать такие и художественные, интересные, с какими-нибудь рисунками, со стразинками, это вообще шик да блеск. Да, я сегодня тоже об этом думала, когда я пересматривала разные варианты, что можно себе придумать. Вчера попробовала сделать себе брови из перьев. Это, конечно, было прикольно, но не ярко. То есть я люблю, когда ярко. Естественно, там они были какие-то сиреневые, что ли, такие. Так я думаю, нет, что-то не то, слишком, как бы мне хочется больше дерзости, наверное, такого состояния. И когда у тебя следующий поток? Мы стартуем в это воскресенье уже 24 А есть места? Сентября, конечно. У нас нет такого, что нет. А как часто у тебя проходят эти потоки? Ну, у нас, получается, раз в 2 месяца был набор, где-то раз в месяц, то есть под запросу. Сейчас, получается, есть группа будни, это вторник. Теперь мы собираем группу выходного дня, потому что не всем комфортно. Вот, а так, получается, поток за потоком, одни как конвейер выходят, другие заходят. Ага, понятно. Расскажи вообще, какие у тебя планы вот на ближайшее время в твоей реализации, в твоей деятельности? Что вообще, планируешь? на самом деле, сейчас у меня, наверное, такой запрос расширить этот круг сообщества женщин. Мне в какой-то день стало скучно летом, что там лето, ничего же не происходит, как-то какой-то движ нужен, и я еще, наверное, в феврале нашла такой сайт, это такое федеральное сообщество про женщины, то есть там тоже какая-то такая поддержка, да, женское менторство, наставничество. Я на самом деле посмотрела этот сайт, зарегистрировалась, что-то какая-то ерунда, я не поняла, и отложила. И буквально в июле мне попалась какая-то рассылка про этот сайт. Я уже снова так зашла, так осознанно посмотрела и поняла, насколько это вот крутая тема, когда мы можем вот так вот собираться с женщинами, обсуждать какую-то тему там общую, да. Не всегда же там с подружкой обо всем поговоришь, не всегда там мужу все расскажешь. И на самом деле много разных тем, таких прям, не знаю, женских, душевных. Это просто встретиться, поговорить, отдохнуть, перезагрузиться. И я думаю, а что мне не мешает? Я создам это сообщество в Сыктывкаре. То есть я зарегистрировалась там как лидер, начала там приглашать спикеров, да, тоже может быть некий нетворкинг, но в то же время каждый уходит со своими осознанием, своими полезняшками, и спикеры из себя там, презентуют, рассказывают полезные вещи, то есть о них узнают. То есть и мне прям нравится соединять людей. То есть мне всегда говорят, почему ты сама ничего не ведешь? Я говорю, да мне это не интересно. И девочки, которые даже со мной там были в курсе, Таня, давай что-нибудь сама уже начинай вести. Я говорю, это зачем? Я даже не понимала, что, и какое-то время проходит, мне говорит, Таня, я поняла. То есть тебе вообще, тебе классно получается коммуницировать людей, просто объединять. Я такая, да. Вот это вот какая-то миссия, как раз-таки собрать вокруг себя хочется очень много-много-много женщин, которые бы доверяли, и, соответственно, вот шли, да, там, общались, поддерживали друг друга, какое-то такое вот единое комьюнити полезное. То есть я сейчас как раз-таки нахожусь в этом процессе. То есть курс женственность, да, это мое там любимое детище, от которого я там
отказываться не собираюсь, но мне хочется как раз-таки расширить. Не все готовы прийти на курс, но всем нужна поддержка. Соответственно, я сейчас вот в этом направлении тоже как бы, раскрываю свои границы. А ты не думаешь, что это знаки Вселенной, то, что тебя просят что-то провести? Вот, кстати, кто у нас слушает видеоподкаст, то напишите, вы бы пришли на лекцию к Тане, на разговор к Тане. Лекция — это что-то очень скучное, да, как будто на бы. встречу. Да. Нет, а вообще... И слушали бы, вот, если бы она рассказывала какую-то свою историю, свой опыт, свое видение. А на самом деле, это как бы получается, не в больших кругах, вот в таких маленьких, там подружка что-то пишет, какой-то вопрос, ситуация буквально недавно была. Тань, ты гадала на Тара? Я говорю, на Тара как бы, не гадаю, это могут там расклад попросить, какой-то запрос узнать. Я посоветовала ей там. Просто в моем окружении очень много разных людей, которые прям такие магические, я назову их так. И я говорю, приходи на брови, чай попьем, поговорим. И то есть вот так вот в личном разговоре, выяснилось, там, у нее там свои состояния определенные, там, рассказала вообще про себя, что вообще происходит. Она говорит, просто с такими глазами, что так бывает в жизни. Вообще там столько всего интересного происходило за этот период. Особенно, когда начинаешь копаться, работать с родом, еще там такие всякие темы. И она такая, как бы ушла, такая подвисла, наверное, потом говорит, Тань, я, написала Оле, заказала расклад, но попросила нумерологию, там, не Наташу другую, ей посоветовала, другого человечка, она говорит, офигенно. Я так рада, что, вообще мы с тобой встретились, пообщались, что вообще в жизни столько возможностей, и теперь реально классно быть проводником для женщин, то есть прям это круто, ты вот там, где надо, то есть я благодарю, принимаю. Но на самом деле я прям чувствую, что я могу дать какую-то, не сама, а вот посоветовать того или иного, потому что я там что-то попробовала, здесь что-то попробовала. И мне на самом деле, у меня ценно вот это вот внутри. То есть некий такой лидер, изнутри просто лидерские качества. Лидер же не обязательно тот, который там ведет за собой, там, сел на коня и погнали. То есть, получается, есть вот такое состояние, когда просто можно объединять, собирать. Круто. Классная миссия. Угу. Мне кажется, бизнесы с миссией. Кстати, вы знаете то, что, оказывается, у нас много таргетологов, менеджеров и всякого такого, но на рынке мало людей, которые делают смысловые миссии для компании. То есть, когда моя, стартап... история не про деньги, да, то есть, как бы, мне вот классно... Очень жаль. Я понимаю, что нужно, уже выходить в материальный мир, да, там, и что-то может там проводить самой, делать, по крайней мере, материальный для меня, те же самые брови, это мой материальный мир, скажем, а вот именно помогать людям, да, это как раз-таки история, там... Предназначение души. Да, да, то есть это серия как раз-таки работать с женщинами, причем тоже там заказываю периодически, там, я не заказываю, ко мне сами приходят и расклады нумерологов, то есть даже были мысли когда отучиться на нумеролога, мне сказали, не надо, она к тебе приходит вот так вот в жизни, и реально там почитаешь про себя. А что из такого вот прямо крутого тебе сказали нумерологи, что тебе помогло или что-то тебя открыло? Не то, что прям открыло, ты знакомишься с собой, и ты понимаешь, про тебя откликается твое внутреннее состояние. Допустим, вот эта рекомендация, что не работать с женским окружением, это раньше, я не понимала. Оно потихоньку, оно само к этому все сейчас привело, и вот реально так и получается, что вокруг меня женщины, и мне вот комфортно работать с аудиторией, да, там, с женщин, нежели чем с детьми. Да, у нас есть детское направление, я его сейчас максимально пытаюсь делегировать, надо научиться делегировать, когда все тащишь на себе, и в принципе у меня получается, то есть у меня есть девочка-администратор, которая занимается детским направлением, я это минимум своего ресурса трачу. А вот именно когда бывает ситуация, ты идешь, там, ты понимаешь, что ты несешь пользу, но тебе же хочется обратную связь, не все готовы дать. И на какой-нибудь встрече сидишь там, и проходит там полгода, год. Курсу 1,5 года, с прошлого февраля. И я только через год, наверное, узнала, что от него такая ценность. Это просто было желание что-то сделать такое вот, изнутри шло. И встречаю одну девочку, Тань, прикинь, вот после этого началось там такой период там, каких-то изменений, там себя поняла, по-другому вести стала. Даже где-то просто начала просто отвечать. Раньше где-то молчала, начала отвечать, свою ценность там проявлять. Другая там, я такая, круто. То есть, когда ты получаешь обратную связь, и ты понимаешь, что там что-то меняется в окружении у других, а ты вроде ничего не сделал. То есть это вот прям самое ценное, тебя это мотивирует двигаться дальше. Угу.
Да, это сильно. То есть ты как бы усилий, ну, у тебя как будто сверху, да, идет это, ты как бы усилий прям сильных не прилагаешь для того, чтобы это сделать. Нет, оно само как-то так само, да, приходит там в моменте. Таня хотела сказать сейчас в потоке, но она смотрела уже на тебя, и у нее слово поток. Я сама вообще сказала, энергия сверху идет, если что, если не заметили. Нет, это сильно. Следующий выпуск просто мы будем в костюмах звездолетов вообще сидеть. Принимать энергию. А какие у тебя страхи есть, Тань? Есть они у тебя вообще? Ну вот у меня, меня, например, жизнью вообще? страх, чего да, боишься? публичности. Ну, в плане того, что вот выйти там в прямой эфир на камеру, да, то есть я, например... Мы поздравляем тебя. Я вышла из зоны круто. комфорта. Пошла в свой страх, да. Да, потом, ну, раньше был там, не знаю, страх высоты, там, а вообще не умею плавать на самом деле, это вот мой самый такой большой страх, над которым нужно работать. Я в этом году даже вот осилила себя на вейк, встала, да, у меня ребенок рулил, скажем так, да, вот этим вейком, потому что, не знаю, вот я боюсь утонуть, я не знаю, как бы я уже знаю, с чем это связано, я уже не буду тут афишировать, потому что как бы я прорабатываю эти моменты, это уже из прошлых воплощений, как говорится, идет. Вот. И сейчас только осталось пойти, записаться к тренеру и работать с этим. Там все гораздо глубже, все серьезно. Прошлое воплощение это было сильно. Да. А самый вот такой большой, говорю, страх, наверное. Ну, то есть ты веришь в прошлое, то, что у тебя, да. например, в прошлом что-то было, и ты можешь бояться утонуть сейчас, в настоящей Мне жизни? рассказали историю, ну, почему я. А она рассказала, это кто? Но девушка такая, ну, ясновидящая. То есть я сейчас нахожусь как раз-таки на одном из обучений на курсе изобилия, поэтому это все работает. Я понимаю, что люди есть скептики, таких много, но... Да, одна здесь, за столом. Забавно, да. Ну, Как тебе информация о прошлых воплощениях? нормально. Я пока ее перевариваю. Энергии. Она у меня пойдет. Лидеры, они странные люди, поэтому я, ну, как бы, да, я, может быть, для кого-то странная, я вообще этого не скрываю. Нет, сама, это, кстати, не я странно сама даже. для себя Это иногда нормально бываю даже. странной, я считаю, ну, это нормально. Потому что, когда есть задаток каких-то определенных лидерских качеств, ну, все же талантливые люди, они были. Вы очень странно выглядите, да. Вот Мы как будто из разных субкультур, да? Это в разных 90-е миров. встретились подросток, тинейджер И дама роковая. Да, она Французских переворотов. жена писателя, они живут. Вот надо Нет, было а мне кажется, Тане- она охотница, как будто она без мужа. Блин, я вообще, смотрите, какой там прекрасный стул. А можно я Да он поменяю? неудобный. Давайте посмотрим. А, на королевский, что ли? Ой. Это важно для Тани сделать. Ну, давай. Раз ты считаешь, что важно, Не сделали заранее. Значит, так должно было быть. появился трон. О, слушай, да. Ой, как прикольно, кстати. На этом Удобно. тебе лучше. Да, ну ты смотри. И вот это такая дама, она, значит, по вечерам пьет чай с шиповником, с земляникой. А мне кажется, она пишет коньяк мемуары, трубку тоненькую. Ну, это такую. мундштук. Да. Просто сейчас Слушай, ты разрисовали. вообще никогда не курила с алкоголем, так это... Мы же контролируем просто. Ну нет, ну я понимаю, но было бы прикольно. Иногда себя так тоже воображаешь, рисуешься, картинки, образы. Да. Нужно быть разным. Какой ты себя рисуешь вот через какое-то время, через 5 лет, через 10 лет? Какой ты себя видишь? На самом деле, наверное, ну, вообще прикольно, когда на улице здороваются с тобой. Ну, ты вроде не знаешь, что с тобой здороваются. Привет, это круто. Это было замечено. Хочется, наверное, стать какой-то известной. Такой, чтобы прям не только в Сыктывкаре узнавали, но еще где-нибудь в России. Можно и за рубежом. Наверное, уже не такое, знаешь, как это сейчас в погоне за всем, везде такой раздрайв, и тут, и там пытаешься успеть, наверное, более такой домашний, ну, с мужчиной, с таким властным, скажем, да, так определенным, сильным. Что у меня там где-то 3-й ребенок еще со мной бегал ползал. То есть такая же самодостаточная мамка, ну, скажем так, да, и при этом такая у тебя есть гармоничная такая поддержка рядом, где-нибудь там в доме, таком 3-этажном можно, где-нибудь на берегу там, ну, не море, можно реки, там, такое какое-то уединенное место, чтобы это было как будто загородная недвижимость, да, то есть там квартира в городе еще какая-нибудь, там на выходные уезжать с семьей отдыхать там,
чтобы это было так все гармонично, здорово и классно. Ну, по крайней мере, известной личности я хочу стать. Есть такой запрос. Сейчас все такие женщины слушают, такие, я тоже так хочу. И вообще мы стул поменяли, энергии поменялись, и мы сейчас сидим как дети, смотрим, да? Дети у матери, да, слушают рассказы и сказки. Ну, мы что, мы благословляем тебя, Таня, на это. Пусть все будет так. Все будет так. Да, будет так. Да. Благодари за то, что это у тебя уже есть. Да, да. Я помню, мы с тобой недавно пили чай, разговаривали об этом, о том, что нужно благодарить, сколько у тебя уже есть. Такая пару дней стоит, такая уже с благодарностью, такая Светкин ислам. Проверим, как работает. Благодарность очень мощная энергия. Да. Что, все? Вопросов больше ко мне нет? Как это нет? У тебя есть вопросы? Ты ничего не хочешь больше ничего спросить, Таня? А мне как будто бы вообще все понятно. Потому что мы с тобой, наверное, слишком давно уже... Может, ты сама хочешь про что-то рассказать еще? Про какие-то, например, просто мне кажется, много как будто про... Я безумно модельное, радуюсь тому, как Таня сегодня проявилась, потому что я тебе говорила о том, что, мне кажется, самореклама больше не работает, и важно по-другому это все преподносить, важно быть в честности, в тотальной, во всех ситуациях, неважно, камера перед тобой стоит, другой человек, родители, дети, ты перед зеркалом стоишь, и мне радостно, что выпуск получился именно таким, каким сегодня получился, потому что ты пришла с состоянием, и круто, что ты откинула любые ожидания, которые могли возникнуть в процессе подготовки, и ты была расслабленной, ты была собой, ты высказывала свое мнение, ты говорила о своей миссии, ты говорила о каких-то жизненных своих историях разных. И мне кажется, это честно, просто раскрываться, рассказывать о том, что сейчас именно важно. И, реклама — это же не всегда про разговоры о том, что у меня книга лучше всех, там такие рассказы, вообще с ума сойдете. Мне кажется, здесь был полезный разговор и для многих женщин. Есть личная история, в которой Таня проходила развод и работала только с мужчинами, и потом пошла к нумерологу, и она ей сказала: тебе надо работать с женщинами, и как Таня изменилась, и сегодня я вижу тебя вообще потрясающей красоткой, суперзвездой, ты выглядишь потрясающая богиня вообще. И я радуюсь. На самом деле я над собой работаю с 2017 года. Как это вот все началось, пласт за пластом, что-то все происходит, да, как бы появляются люди в окружении, те же женщины, да, вот с которыми ты реально с ними потом также растешь, что-то взаимодействуешь, ты понимаешь какие-то свои, что можно быть еще такое, что у тебя там еще проседает, куда расти. И реально в моем окружении вот этих много волшебниц энергетических, да, которые прям, те, кто верит, соответственно, в это все, у них творятся чудеса. Люди прям есть те, которые просто после аварии восстанавливались, да, за счет своей силы мысли, желания, энергии, уходили на тот свет, скажем так, да, и возвращались обратно уже с новыми осознаниями. Это прям круто, ты понимаешь, какая-то жизнь такая всемогущая. Вот. И когда реально рассказывают истории про эти прошлое воплощение, и потом решают эти вопросы в текущей жизни, как у них эта жизнь меняется. Вот ты хочешь, не хочешь, потом начинаешь это все верить. И когда мне сказали, наверное, я в июне узнала, потом ездили в Киров, мне сказали: Таня, осторожно со своими словами, ты прям аккуратнее, ты ведьма. Я такая: чё? Опять же, это из прошлых воплощений, да, я была ведьмой. У меня столько много пазлов сложилось, начали приходить люди, мы те же брови сидим, разговариваем, у одной мужа заговор случился, как знаешь, когда вот это говорят, ушел из семьи, у второй, и 3 истории подряд. Такая: господи, Тань, прими свою теневую сторону. Я такая: окей, принимаю. То есть, и, это вообще так прикольно, жизнь такая вещь классная, волшебная. И потом... Ведьма — это же та, которая ведает. У многих просто впечатление слова ведьма — это что-то такое
очень грубое, очень злое, да. Агрессивное, неприятное, что-то такое запретное. А ведьма — это женщина, которая ведает, видит. Вот, мне раньше муж там постоянно называл ведьмой, я такая, что, ну, как бы, меня это обижало, честно скажу. Сейчас это как, блин, с гордостью, да. Ну, да, я такая, ну, то есть, как бы, это понятие стало гораздо шире. Тоже такой был, ну, как бы, опять же, бойся своих там желаний, своих слов, да, и такой прикол, тут тоже с девочкой что-то встречались на какую-то тоже там практику энергетическую там поработать. Состояние было такое раздрайв, когда ты везде. Она такая говорит, там рисует там карты, что-то. Таня говорит, не могу с тобой работать, вообще какое-то поле такое прям. И в картах там одна женщина, какие-то подарки. И говорит, мужчина как будто тебя уйти не может. Но я понимаю, что история про мужа. То есть он все равно со мной, он хочет уйти и не может. Как будто тебе кто-то что-то дал. Либо съесть, либо выпить, либо тебе какой-то подарок подарили. И говорит, я не понимаю. Я такая, ну, хорошо, у меня складываются пазлы. То есть когда-то еще там по молодости, ну, то есть там, когда мужа любила, тролливали, знаете, там есть книжки типа Дейл Карнеги или что там есть, типа там, да. Как заговор, не заговор, что такая, конфетку такая, дала ему конфетку, да. Типа, чтобы любила, там детей нарожали, ну, все в таком формате. И прикиньте, я спустя столько лет понимаю, да, что вот произошло, что я когда-то угостила конфеткой, на которой там 2 слова сказала. Не, мурашки. И мне тут говорят, что типа я такая, ведьма, такая, прикольно. Ну, то есть, как бы в прошлых жизнях было вот это вот состояние, когда ты была этой черной ведьмой какой-то там занималась, а в эту жизнь ты пришла дарить добро, быть светлой такой, ну, там, доброй, вот именно с обратной позиции, такая, блин, прикольно. Ну, то есть, вот когда ты это осознаешь, вот реально, такое-то внутри прям все. Я прям вообще кайфую от того, что происходит, когда вот чем больше над собой работаешь, знаешь, какие-то моменты пазла складываются из этих. И вот такая вчера мужу говорю, ты знаешь, что, Катя, это у тебя это... Ну, он с нами там говорит, ты меня типа это приворожила, что ты сделала, я говорю, ты что гонишь? Ну, я как бы... Для меня это была такая шалость подростковая, которую вообще не воспринимал. И тут он как бы все эти развораживаю, говорю, Катя, это все конфетка виновата, он сходит, ржет теперь надо мной. Ну, вторые сутки, у него столько радости, что типа это я виновата. Ну, вроде шутки, прикол, да, на самом деле. Реально иногда вот эти свои наши желания, когда мы что-то хотим, типа, бойся своих желаний. Я вообще вот с этой темой прям иногда прям реально в своих мыслях осторожничаю. Так что, девочки, все будет хорошо. Как ты, Вероника, Круто. себя чувствуешь? Нормально. Я на самом деле думаю, что это все как бы инструменты разные, из разных областей, из разных сфер мира, да, которые ты используешь. Как бы если они тебе делают клево, если они тебе помогают познавать себя, тем более, то это как бы во благо, и это круто. Вот. Но для меня как бы ты загадочная очень. То есть вот может быть как раз это про осторожность какую-то твою, или вот хотя кто-то сказал про тебя, что ты открытая, и ты говоришь, что ты открытая, но для меня, например, ты я открыта для такая... своего круга лиц, скажем так, не для всех. Вот, ну это клево. Меня удивляют как бы вот эти вещи, то, что кто-то в это настолько сильно верит, что руководствуются этим в организации своей жизни. Вот, но это все имеет место быть, клево. Я думаю, что просто некоторые люди, ну и мы, и я была в таком состоянии, когда у тебя есть некое отчаяние. И неважно, ну там, ты начинаешь, ты просто, типа, важно признать где-то неадекватность свою в этой жизни, что ты там, ну вот, ты не достигаешь своих результатов, значит, потому что ты где-то неадекватен. Либо результаты неадекватные поставил, либо не хочешь этого. И там, ну, всякое же бывает. И жизнь начинает преподносить тебе, не знаю, там, хочешь ты, например, ну, вообще, ты хочешь жить по-другому, и там тебе говорят, тебе надо пойти в прошлое воплощение. И мне кажется, вот это, кстати, очень классный навык, типа, что там, для того, чтобы жизнь изменить, надо сходить на прошлое воплощение? Пойдемте. Стриптиз надо танцевать, где шест? Надо рейки сделать сеанс, покажите, куда ложиться. Нет, это все круто, да, гибкость как ты бы... падаешь в какую-то там некую яму, да, то есть чтобы высоко взлететь, нужно сначала упасть, хорошо упасть. Это, в принципе, в такой период возникает. Вот у всех, кто там кого-то чего-то достиг, кто-то к чему-то пришел, вот к этой духовности определенной, они все сначала упали, ну, определенным образом на дно какое-то, чтобы потом дальше какой-то начали искать свой путь. То есть это все приводит реально в жизненные ситуации. Просто так проснуться и пойти там, я не знаю, верить там, в те же рейки энергии, это не так работает.
Ну что, мы с удовольствием, Таня, дальше будем продолжать следить за твоим духовным путем, материальным. Говорят, что мы материально внешне становимся сильно богаты тогда, когда внутренне очень богаты, и это все просто проявление во внешнем мире внутреннего нашего богатства. Поэтому желаем тебе Богатей. и благословляем на большое богатство. Да, все будет. Внутреннее, внешнее. Мне кажется, тебя ждет большое вообще будущее. И вот про то, что ты сказала через 5 лет, вот про эту картинку, она даже, мне кажется, мелковата как будто для тебя. То есть прямо... Ну, ты не как будто забирать себя поскромничала, дома, да, это поскромничала, Уровни да. сегодняшних осознаний. Да, но вообще, Через годик, другой месяц. Там, мне кажется, что-то. абсолютно реально в твоем случае. Продолжай работу над собой. Ну что, приглашаю тогда вас на наш модный очередной показ, который состоится Когда будет? 29 октября. Угу. Да, это Мы тогда будем- уже выйдет, можно приглашать. Да. Так Где? что в качестве зрителей, в качестве участниц мы будем в этот раз проводить в ресторане «Пушкинский». А участницы-то как, прям по подиуму пройти можно? Да. Там еще лестница такая чё крутая мы в не идём, ресторане Света? Пушкинский. Я хочу пройти по подиуму. Да, там красная ковровая дорожка в этом ресторане. Нет, сейчас уже нет. Зеленая Есть. Она Да. 4 минуты. Ну, может, А, зеленая. Ну, Но дорожка есть. ну, забазаримся за эту тему, да? Так что Да, я давайте, за. что- Интересно, да. Я проверю слова Марины, как там вообще по подиуму. Нет, где. я Но в уверена, этот что раз это мы роскошно не вообще. ставим прям подиум, который возвышенный, потому что ресторан. Да хотя просто пройти, У нас- когда на тебя все у смотрят, нас это же тоже кайф. получается, ну, как бы такая концепция, что мы один там, осенний, так скажем, проводим в каком-то ресторане там, или в кафе, а вот второй, который уже весенний, там Вход уже прям с свободный или подиумом. платный? А в этот раз будет вход платный. Ну, мы делали символически тогда там 100 рублей, сейчас решили сделать 300 рублей, но мы хотим сделать зону фуршета для гостей в этот раз. За 300 рублей еще и зона фуршета? Ну, кто успел, Это тот бесплатно, молодец. друзья. Ну, я считаю, Но что эмоции, я побольше думаю, надо это даже. бесценная цена для того, чтобы там просто Конечно. пожить в этой атмосфере. Нет, это вообще подарок. Так что Да. всех приглашаем на наше Ну, будем. яркое мероприятие. Будем, придем, пройдемся по подиуму, пофоткаемся. Какой дресс-код? Нет, дресс-кода, удобная. Королевский. комфортная одежда, да. Ну, желательно, конечно, да, там. Почему-то я вижу, что все пришли в платьях. Просто когда мы сейчас будем, если навешивать дресс-код, начнут, ой, дресс-код, одеть нечего, ну, как женщин бывает. Слушай, я сколько вот заметила на все мероприятия, где есть дресс-коды, женщины так круто одеваются, потому Очень что у круто. нас, ну, слушай, у любой женщины, да, честно сказать, если есть пару красивых платьев, которые она никогда не надевает, потому что у нее вечно нет повода. Какие-то платья с каких-то юбилеев, со свадеб и так далее. Эти лежат невыгуленные вещи, и вот этот повод, когда находится их надеть, не знаю, я каждый раз, когда я прихожу на мероприятие, где есть дресс-код, я думаю, господи, где вы эти шмотки взяли? Все там просто такие роскошные. Но тут все равно такой больше формат. Пришли, посидели, ну, с другой стороны, в театр тоже одеваются. Конечно, да и со поэтому- сменкой можно прийти. Да, мне кажется, Мне мы кажется, живем в здесь маленьком индивидуально городе, для в всех. котором любые события – это возможность выйти в свет и показать свою внутреннюю императрицу, королеву. И Ну, это вот я считаю, что прикольно. должно это идти все равно как-то дресс-коды. больше внутренне. То есть, Мгм. как человек комфортно, так и пошел. А навязывать какие-то свои, да, я круто было бы, если все пришли там в платьях, какие-то такие прям. Ну, Ты всё-таки можешь это в пушкинские. рекомендательной форме дать это. Да? Приходите в платье. 29 октября? да. Ой. Во сколько часов? 17. 29 октября в 17:00 у нас в ресторане Пушкин, у нас уже мы поделили доли. В ресторане Пушкинский будет показ. Север Fashion Weekend. Да, может поучаствовать абсолютно любой желающий. Участвуют и мужчины, и женщины, дети. Можно просто прийти посмотреть, как другие ходят по подиуму. Все можно. Желательно приходить в платьях. Да, да, все-таки, чтобы это чувствовалась там атмосфера такая, лестница, пофоткаться, ну, чтобы это было красиво, чтобы остались какие-то классные воспоминания, не только воспоминания, еще фотки. У Интересно. меня сегодня было ощущение, что мы где-то с вами разговариваем в большом доме и на веранде. Вот мы просто... Да, это ковер, мне кажется, помогает этому ощущению. Да. Таня, мы благодарим тебя Спасибо за тебе большое. выпуск, за Спасибо тебя большое. Я такую сыктывку. надеюсь, что у нас это еще такой первый, но не последний выпуск. Тебе комфортно было? Как тебе Мне, вообще да. самой? Да. Классно. Ну, может быть, если была какая-то еще подготовленная речь, ну, там какой-то список вопросов, знаешь, как это Ага. бывает, там,
может, больше было бы структура. На базаре нет подготовленных вопросов. Вообще, Ни одного вообще. Ни одного вопроса заготовленного здесь нет. Такой формат. У нас, если ты хочешь заготовленные вопросы, есть формат интервью. Да. Это следующий шаг. Да, это такой уже, знаешь, этап. Да, там конкретно мы приходим и другая. разговариваем полезные разговоры про твою деятельность, про женственность, там, про брови, можно мастер-класс даже какой-то показать, как, например, самой сделать. То есть, важно дать полезную информацию для людей. И да. А сейчас это такое предварительные ласки, медийные. Не, классно, что у вас тоже постоянно какие-то идеи, вы вообще не стоите на месте. Я говорю, прям, круто. Ты начинала с своей школы, там, да, дальше больше кино, съемки. Девчонки, кстати, ходили там в восторге вообще. Как они привели. Тоже, помнишь, ты собиралась сейчас на мероприятие на Бабу Ягу, но она там еще кто-то приходила. Да, твои приходили девчонки. Прям класс. Такие, Спасибо большое, кстати, за них. Я всех твоих, наверное, взяла в итоге. Они прям все вообще огромное спасибо. Давайте между собойчик закончим. Да. Да, давайте зафиналимся аплодисментами роскошными. Все тебе, Тань. Благодарю. Ты молодец. Мы тебя благословляем. Спасибо. Все будет. На дом, на миллионы, на известность, на суперзвездность. Мужика классного. Такой, да. Благодарим. Можно и в море, можно и в лесу где-нибудь, чтобы было их много раз тогда. Благодарим зрителей, с вами вообще было супер уже по-другому. Вас было в 4 раза больше, чем на первом выпуске. Это супер офигенно, и энергия по-другому начала работать со зрителями. Как же без энергии? Интереснее, да. Благодарим нашу съемочную великолепную команду. Ваня Утямышев, Паша Прошутинский, фотостудия «Фабрика» на Первомайской 92. И это видеоподкаст «Базар». Ждем следующих выпусков, друзья. Идейные вдохновители, ведущие Вероника Торзян, Светлана Макарова. У нас сейчас такое прям представление. Да, и мы открыты, друзья, кто хочет попасть. Давайте мы ссылочку на заявки оставим в описании, можно будет заполнить ее, и мы позвоним и обо всем забазаримся. С нами сегодня была Татьяна Бабович, руководитель, основатель, идейный вдохновитель школы женственности iMatch в Сыктывкаре, визажист бровей, художественных бровей, создатель креативных образов и организатор модных показов. Да, это все. Ура!